Открывая заседание, руководитель региона отметил, что Ингушетия – малоземельная республика, поэтому проблемы, связанные с земельными отношениями, для нее всегда были и в перспективе останутся достаточно острыми. Но при этом надо понимать, что интересы обороны, суверенитета страны, защиты государственных границ являются приоритетными. И совершенствование и качественное укрепление вооруженных сил России идет постоянно. Мы все находимся под впечатлением послания президента Российской Федерации Федеральному собранию Владимира Владимировича Путина. Особое внимание глава обратил на вопросы обороны. Он констатировал, что совершенствование и качество укрепления вооруженных сил Российской Федерации идет постоянно. Нам предстоит рассмотреть вопросы, связанные с формированием земельного участка под полигон мотострелкового полка, дислоцированного в нашей республике. Наша республика самая малоземельная. Я хотел бы, чтобы участники совещания хорошо понимали и, надеюсь, понимают интересы обороны, суверенитета страны, защита государственных границ являются приоритетными. Теоретически любые земли при соответствующем обосновании могут быть отведены для нужд обороны и безопасности. Неважно, в каком ведомстве находится земля или у кого она в собственности. Но соблюсти процедуру отведения земли, которая регулируется земельным законодательством, надо иметь в виду, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 17.08.17 года за номером 377 Минобороны может, в принципе, изымать и резервировать участки государственных земель для государственных нужд с целью обороны. Хотел бы подчеркнуть, что не стоит вопрос о подводе или не отводе земли, потому что он, в принципе, как мы знаем, уже в 2018 году решение было принято, и полигон уже был определен. Это еще 3 года назад место это было официально определено и задокументировано. Вопрос стоит, как отвести участок минимальным ущербом нашей экономике, соблюдением интересов населения и не нарушая законодательство. Вот это самое главное. Но еще важнее для нас, чтобы создание полигона проходило в обстановке открытости. Изначально был в 2018 году отведено 9 тысяч гектаров. И вот проработав Минимущество и земельных отношений совместно с Минобороны, представителями, было оно сведено чуть больше 6 тысяч гектаров. И это особенно важно. Кроме того, более 4 тысяч гектаров эта отведенная земля является лесовым фондом России, то есть собственностью Российской Федерации. И не является ни республиканской, ни муниципальной. Но в любом случае мы учитывали, как это отразится на жителях, да? Будут ли в полигоне рабочие места для граждан? Что будет сделано для сохранения леса? По данным регионального Минимущества, сейчас проводится процедура образования земельных участков, затем этап их предоставления. Мероприятие согласовывается с заинтересованными органами власти и местного самоуправления и сельхозпредприятиями. В этой связи и на основании обращения Минобороны России о дополнительной проработке вопроса формирования полигона Нестеровский с учетом ранее достигнутой договоренности, уже с января месяца текущего года Минимуществом Ингушетии проводятся работы по формированию и образованию земельных участков в границах Суджского муниципального района для размещения указанных объектов обороны. Так, в рамках проведенных мероприятий рабочей группы в составе представителей правительства Республики Ингушетия, Минобороны России, Минимущества, Минприроды, Минсельхоза Ингушетии, администрации Суджского муниципального района и сельскохозяйственных групп определены земельные участки для формирования полигона Нестеровский. Общая площадь полигона составляет 6370 гектаров. В настоящее время проходит этап проведения процедуры образования земельных участков, предшествующей процедуре предоставления. В рамках проводимых согласований Министерством рассматривается информация, представленная Управлением культурного наследия правительства Республики Ингушетия, из которой следует, что в границах предполагаемого предоставления территории имеются объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. В этой связи доводим до сведения, что все имеющиеся замечания и предложения органов власти, организаций и граждан будут отработаны в установленном законном порядке.
до предоставления земельных участков под размещение учебно-материальной базы. Таким образом, правительственной рабочей группой в рамках рассмотрения обращений Минобороны Российской Федерации максимально обеспечивается открытость и прозрачность проводимых мероприятий по формированию территории полигона. Строительство военного полигона ведет к созданию новых рабочих мест. Только гражданского персонала на базе будет порядка 100 человек. Сюда будут привлекать местных жителей. В самой воинской части будут служить уроженцы Ингушетии. Помимо этого, строительство военных объектов подразумевает развитие сопутствующей инфраструктуры, в том числе дорожной. Кроме того, как отметил на заседании в Рио командира полка Игорь Иванов, выбор места дислокации обусловлен наличием прямого выхода на ФАТ «Кавказ». Таким образом, исключается передвижение техники по населенным пунктам. Хотел бы обратить, как уже было сказано, внимание, что в полку предусмотрено более 100 гражданских должностей, то есть это дает возможность нашему личному составу плюс гражданскому персоналу иметь возможность зарабатывать деньги уже у нас в республике. Что касается инфраструктуры, которая будет построена там, то часть прилегаемой территории к этому полигону будет оборудована и подъездными путями, и дорогами, которые будут качественно отстроены в том числе. Хотел бы сказать, что никакого катания танков речи быть не может даже. Это довольно-таки неприемлемо, во-первых. Во-вторых, хотел бы объяснить, что гусеничная техника, она вся будет передислоцирована на полигон только травмами, то есть никаких повреждений дорожного полотна, оно даже не предусматривает себе это. Вся остальная техника колесная, которая не превышает более 15 тонн, что, соответственно, нам никоим образом дорожный покров не испортит. Вот эти все моменты, они, в общем-то, положительные. Идут в ракурсе, что ни природе, ни нашему краю никаких ущербов принесено не будет. Точно так же мы очень плотно работаем с экологической службой, которая постоянно подвергает проверкам как объекты касаемо полка непосредственно, так и на полигонах. Поэтому что касается там вырубки леса, несанкционированного и всего остального, это тоже разговор даже не идет, об этом речи. Поэтому все эти вопросы будут согласованы. Затронули и вопрос исследования обнаруженных на территории объектов с признаками культурного наследия и проведения археологической разведки. По информации Управления культурного наследия администрации главы и правительства республики, на выделенном участке находятся бердюртовские курганы, бережкинские склепы, бережкинское и бердюртовское поселение. Перечень может быть расширен. На территории будут проводить необходимые археологические изыскания. В связи с тем, что имеющиеся картографические материалы лесного фонда Республики Ингушетия не соответствуют необходимым требованиям, так как последний раз договорились у нас в 2006 году, на основе советского картографического материала Минприроды Ингушетии была проведена работа по цифровизации картографических материалов и разработке квартальной сети спрашиваемых участков. Эта работа нами завершена. В настоящее время по всем 5 лесным участкам предполагаемого размещения полигона закончена работа по разработке межевых планов. Один из участков уже находится на сайте администрации Управления Федеральной государственной службы регистрации кадастра и картографии Республики Ингушетия. После окончания поочередно оставшихся 4 участка они также будут работа завершена. Вместе с тем, многие жители региона обеспокоены, предполагая, что появление полигона в Сунжском районе может вызвать отток населения из этих мест. Для жителей ранее организовывали и будут дальнейшее проводить сходы и беседы, чтобы разъяснить по поводу работы военной базы. Глава республики отметил, сугубо техническая работа по отводу участка под полигон очень важна. Ее нужно качественно исполнить в установленные сроки. Но еще важнее для нас, чтобы создание полигона проходило в обстановке открытости. Нужно наладить постоянный контакт с жителями сельских поселений, расположенных в зоне будущего полигона – Бердюрт, Нестеровская, Аршты, Чемульга. Население должно знать. Надо это разъяснять и открыто, чтобы было. И со стороны, значит, Министерства обороны, и со стороны, значит, наших министерств. Для общественности надо вести деятельность полигона, не пострадают объекты культурно-исторического наследия. Это тоже учитывает. И мы должны это разъяснить людям, что наоборот,
Мы создаем условия для проведения раскопок, других научных изысканий, как того требует, подобно случаю, федеральный закон об объектах культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации. С этой целью мне просьба, рекомендую Минобороны совместно с органами власти республики организовать работу соответствующих структур по проведению историко-культурной экспертизы территории. Это надо будет обязательно. Нельзя забывать, что эти объекты являются нашим национальным достоянием не только республики, но и нашей России. Представители оборонного ведомства со своей стороны изъявили готовность участвовать в сходах и встречах граждан. Как отметил Игорь Иванов, зачастую размещение военных частей позитивно влияет на благосостояние жителей прилегающих населенных пунктов, занимающихся средним и малым предпринимательством. Об этом говорит многолетняя практика. Реализация проекта приведет и к увеличению налоговых поступлений в бюджет региона. Хадия Добреева, Хусейн Гагиев, Новости 24.